Здравствуйте! Искренне рад очередной встрече с вами. Сегодня продолжим наш разговор о проблемах с отоплением квартир. Надеюсь, что вы, уважаемые телезрители, нашли свои договоры управления многоквартирным домом, подписанные вами, или по выданным вами доверенностям председателем совета вашего многоквартирного дома. Тогда вы можете точно, со ссылкой на документ под названием «Состав общего имущества» именно вашего многоквартирного дома, ответить, чьим имуществом являются приборы отопления в жилых комнатах и в кухне вашей квартиры. Но боюсь, что найти утвержденный общим собранием план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и энергосервисный договор управляющей организации с МПУ КЖКХ вы не смогли найти по причине их отсутствия. Если не вообще, то на официальных сайтах в интернете или хотя бы на информационном стенде в офисе управляющей организации. Подчеркну, надежды на принятие действенных мер теплоснабжающей организации по жалобе на ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению стремятся к нулю при несоблюдении собственником или пользователем помещения требований к утеплению своей квартиры, а управляющей организации подготовки всего многоквартирного дома к отопительному периоду. Это следует из правил 354. Далее сошлюсь на статью Нижегородовой «Энергетическое обследование и тепловые потери многоквартирных домов», опубликованном в 20-м номере журнала «Молодой ученый» в 2019 году. Для того, чтобы снизить договорные нагрузки с теплоснабжающими организациями, нужно понять, где именно многоквартирный дом теряет тепло. А для того, чтобы оценить общее энергетическое состояние многоквартирного дома, нужно найти ошибки, скрытые дефекты и проблемные места ограждающих конструкций, которые увеличивают теплопотери дома и влияют на стоимость отопления и горячей воды и температуру в помещениях. При обследовании наружных ограждающих конструкций жилых домов нужно уделять достаточно внимания местам стыков элементов конструкции, состоянию штукатурного слоя, трещинам и дефектам фасада. Для получения верных данных о параметрах микроклимата жилых помещений проводят инструментальные замеры. Тепловизоры, как отдельные инструменты, можно приобрести и в Канаше. Кроме того, соответствующее приложение можно установить и во многие смартфоны. Метод тепловизионного обследования основан на измерении температуры поверхности ограждающих конструкций тепловизором. Температурные поля изучаемых поверхностей отражаются на экране тепловизора как цветное изображение. Тепловизионные обследования ограждающих конструкций здания производятся в соответствии с установленными требованиями. Результатом обследования является технический паспорт объекта. Обязательным условием для получения достоверных результатов при определении фактических значений приведенного термического сопротивления является соблюдение стационарных условий измерений. Продолжительность измерения должна составлять не менее 15 суток в периоды, когда разность среднесуточных температур наружного и внутреннего воздуха и соответствующий тепловой поток обеспечивает получение результата с погрешностью не более 15%. При обследовании зданий
выявляются следующие дефекты. Качество монтажа теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях. Дефекты кирпичной кладки. Неоднородность швов и стыков сборных конструкций. Инфильтрация через неплотности оконных блоков. Качество монтажа оконных блоков и производственные дефекты. Наличие теплопроводных включений в строительных конструкциях. Открытые или неплотно закрытые, плохо утепленные двери подъездов, что провоцирует образование сквозняка. Потери через подвал, выбитые или отсутствующие окна в подвальных помещениях, неутепленные трубы. Потери через двери подвала. Металлическая дверная коробка обладает слабым сопротивлением теплопередачи. Отсутствие уплотнительных резинок снижает герметичность. Открытые окна в подъездах и квартирах. Продухи в подвалах, что не дает регулировать температуру в зависимости от наружного воздуха. Радиаторы на балконах или лоджиях, греющие улицу, в глубоких нишах или закрытые мебелью, плотными шторами в жилых комнатах. Потери тепла через стыки, углы и пристройки. Каждая пристройка – это дополнительный мостик холода, неучтенный при проектировании. Неравномерное утепление. При локальном утеплении по периметру сохраняются потери тепла. Как можно заметить, есть масса дефектов, причин увеличения размера платы за отопление, которые можно устранить и без внедрения инновационных энергосберегающих мероприятий. При утеплении дома важно понимать, что тепло уходит не только через перекрытие и крышу, стены и фундамент, но и через старые окна и двери, которые нужно заменить. К причинам заниженной температуры воздуха в квартире, несомненно, нужно добавить отсутствие должной требовательности собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, советов многоквартирных домов к своим управляющим организациям в отношении выполнения планов мероприятий по энергосбережению, текущего ремонта, подготовки дома к отопительному сезону. Задам два вопроса, на которые абсолютное большинство телезрителей вынуждено будет ответить отрицательно. Кто из собственников помещений в вашем доме непосредственно участвовал в обязательном осмотре общего имущества дома, при этом прошелся с комиссией по всему подвалу и убедился, что трубы отопления в нем должным образом теплоизолированы? Кем, с какой периодичностью проверяется исправность каждого крана, вентиля на стояках отопления, которыми регулируется подача и прием теплоносителя из нижней разводки внутридомовой системы отопления дома и от надежности которых зависит, будет ли в случае аварии в одной квартире перекрыто отопление только нескольких расположенных выше или ниже квартир, или всех жилых и нежилых помещений во всем доме. По-моему, я назвал достаточно доводов, обычно приводимых теплоснабжающей организацией МПУК ЖКХ, для доказательства своей невиновности в нарушении требований к надлежащему качеству коммунальной услуги по централизованному отоплению. В большинстве случаев мерзнущим в своих квартирах, особенно самоизолировавшимся от коронавируса пожилым горожанам, остается признать их обоснованными и надеяться только на неизбежный приход весны и лета.
Ведь одни и те же проблемы с отоплением повторяются из года в год не из-за постоянной смены времен года, а по нашей привычке забывать поговорку «готов сани летом, а телегу зимой». Не поймите меня так, что я сторонник смирения со сложившимися обстоятельствами и призываю всех мерзнущих в своих квартирах надеть одежду потеплее, укутаться в тулупы, надеть валенки и любоваться зимним пейзажем за окном до самой весны. Не призываю я никого обзывать от злобы и бессилия всех действительно виновных, вместе с ними и вряд ли виновных за холод в квартирах разными непотребными словами на всех доступных интернет-ресурсах, тем более прячась за придуманными никами. Обращаюсь прежде всего к тем, кто все еще помнит слова Маяковского. Единица, кому она нужна? Голос единицы тоньше писка, кто ее услышит? Разве жена и то, если не на базаре, а близко? Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. Каждый дюжий ему господин. И даже слабые, если двое. Единица – вздор. Единица – ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Невероятно, но именно из этой истины исходит и ряд важнейших положений жилищного кодекса, постановлений правительства Российской Федерации, в которых прямо указаны законные пути и методы решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Но сделаем это темой очередной, завершающей передачи по вопросам центрального отопления. А пока всем зрителям всего наилучшего. До следующей встречи в телеэфире.